Вода маленькая, поэтому на малом газу ездят. Не пойму, вода поднялась или опустилась? Привет. Приветствуем. Стоит он, у меня мерка. Стоит? Да, воды нету. Да ладно, а это что? Ну на деревяшке поднимешься, Василий. Грамм не сомневаюсь, подымусь. Я и то вон еду, мотор вверх поднимаю, едет и едет. Ну правда, как стрела. На Казанке тихий ужас ездить сейчас по мелкой воде. На второе положение и едет. Ну я понял, да. А так бесполезно. Да-да. Ну, по мелководью кто как. Отчаянный народ, можно сказать. И Казанкой по мелкой воде. Большая скорость, конечно, так вряд ли будет. А все равно не пешком. Да. На носу октябрь. Народ хвастается, уток нету, рябчиков нету. По реке не проехать мелкота мелкотой. А на реку мы вышли, тут лодки дринь. Говорят, мелкая, а все ездят. Даже вон Казанкой поехали. Загадочная российская душа. А мы что, рыжие, что ли? Мы тоже походик сделаем и убедимся, что там есть. Что попадет, то и ладно. Валерий, пескарей стало выше головы. Жирные и много. Натурально много. Отблески отпугивает. Бензин экономишь? Да. 50 метров. А какой воде, блядь, винтов не напасешься и ключаток? Да. Я это оценил. Давай. Ну, где ты там? Бензин подкачали. Газ немножко дали. Стоп-сигнал одели. Ну что, поехали. Замерз! Блин, холодно, замерз. Думал, рулить по перекатам жарко будет, хрен жарко. Я сейчас свитер одену, меховую безрукавку, блин. Не знаю, плащ. Покапал немножко дождик. А то и побегает. Блин, холодрыга. По такой воде, ясно дело, деревянная лодка лучше всего. Первый сорт. Свитер не нашел, меховую безрукавку, а сверху против ветра еще плащ одену. В принципе, пугали мелкая вода, а в принципе, вот только один перекат самый хреновый. Потолкаться пришлось, а так везде проехал. Это как утеплитель. А плащ, чтобы не выдувал. Ну, как-то так. Как сразу тепло стало! Выглянуло солнце и жарко стало. Извиняюсь, Валерий Батькович, но я полдороги мерз, а полдороги солнце вышло, редиска зажарился в плаще тут. Хоть плащ сниму. Ну, давай. Против...
Поехали. Все. Солнце за тучи зашло. И такие тучи приближаются. По прогнозу сейчас дождь должен быть к вечеру. И ночью точно дождь будет. Солнца нету, и жара кончилась. Такая холодрыга началась. Где моя куртка? Так, первая охотка. Груза дофига. Собираемся достаточно долго жить. Через 2 часа будет темно. Те рюкзаки плащом закрыл. Дождь, если капнет, уже не замочит. Тут лошара, вон край болота вышел, потоптался на нашей тропе и вот туда потопал. Вон четкий след у него. Вася лицензию взял, блин. Где-то ходит, бегает. Вася бегает, и лошадь где-то в отдельности бегает. Упорство и труд, все перетрут. Дойдем сейчас до избушки скоро. Ура, дошли. Ну, здравствуй, избушка. Сейчас мы с тобой долго вместе поживем. Потерпишь и подаришь нам что-нибудь. С того леса вдоль болота пришел в эту сторону, потому что повалил в эту сторону траву. Потоптался на нашей тропе и ушел. Трава уже повалена. Так, а тут 2 следа. Вот след, а за метр след, который выходит на его же след. И прямо по кустам, туда, куда им захотелось. На болоте след, в принципе, заметно оставляет, когда идет. Вряд ли на видео можно увидеть. Вот одно копытце, вот второе копытце. Вот 2 копытца. И вот даже эти отпечатались. Задние маленькие копытца. Ну и потопали. Интересно. А с чего я взял, что это самое... Сначала одиночка подумал, а потом смотрю, 2 следа по-разному. Что тут пара какая-то. Конец сентября, через пару дней октябрь начинается. Для нашей местности это гон у лосей. Ну, сильно не вытоптали. Куда-то потопали. Может, там самец ревел. Любовь, морковь. Лосиная. Ладно. У нас утки рябчики. Это пускай Вася лицензию взял и таскает гору мяса. Если попадет. Интересно, целый день дул ветер, а сейчас на реке тишина и спокойствие. Абсолютная тишина и спокойствие. Ну что, вторая охотка. Полет нормальный. Избушка куда без пилы? Ветровал, блин. Замучил. Скоро стемнеет, чем в темноте воду таскать. Сейчас я пока засветло. Одно ведро хотя бы принесу. Ну что, листва, давай подвинься. Нам водички надо. Первое ведро пошел. Так, ветер стал подниматься. Опять к изменению погоды какой-нибудь. Во! Засветло. Намного лучше. Уже приличные сумерки, но камера хорошо видит. Ну, третья охотка. Эх, товарищи, терпите вы меня. Ну что, да будет свет. Yes! Слушай, если честно сказать, мы еле-еле в световой день уложились. 6 часов, темно, ничего не видно. Ну ладно, жизнь в избушке начинается с хорошего ужина. И хорошего чая. Ну что, Валерий Батькович, завтра с охоты начнем. Рыбалка попозже.
Ну, я как нормальный ленивый товарищ, я завтра утром. Я лучше посплю. Ну, кстати сказать, это ружье одностволка, самая интересная история. Мамка говорит, что ты подаришь сыну, блин, он уже вырос, он бегал в спортмагазин, там спокойно ружье купил, это купил. Знаешь, мы уже за стол сели, рюмки разлили. Мать говорит, батяша, говорит, а подарочек? Сейчас, говорит, спустился внизу под горкой. Спортмаг-то был, какой-то. Да. По-моему, 74 года он. Ну, классно стреляла.